городе Нюрба состоялась ставшая традиционной торжественная церемония водружения символа Знамени Победы на здании администрации Нюрбинского района, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шествие колонны Бессмертного полка, где приняли участие около 1000 жителей города Нюрба. И одним из трогательных моментов завершения дня было зажжение свечи памяти на площади Победы. 9 мая в городе Нюрба состоялся торжественный парад, приуроченный к 80-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. Военизированные колонны учащихся школ и работников учреждений чеканным шагом прошли по центральным улицам города, от площади Ленина до площади Победы. В числе участников парада также была колонна собаководов со своими питомцами. Праздничные мероприятия проходили на центральной площади Победы, собрав множество жителей города, несмотря на прохладную и дождливую погоду. Собралось более 1000 человек, прошли парадные коробки, и, конечно, отрадно было видеть ветеранов тыла, тружеников тыла, а также дети войны. Ну и, конечно, праздник в этом году юбилейный, вся страна гуляет, и, конечно, хотим, чтобы война быстрее закончилась и было мирное небо над землей. Торжественная программа включала различные элементы памяти и уважения. Традиционная минута молчания, посвященная павшим бойцам, подчеркивая вечную благодарность потомков своим предкам. Трехкратный военный салют над площадью из автоматов и возложение венка к памятнику воина и гирлянды к памятнику Иосифа Сталина. Традиционно мы провели военный парад, торжественное мероприятие, но сегодня особенный день. Мы сегодня преклоняемся перед нашими ветеранами войны, тыла, детьми войны, также ветеранами и участниками специальной военной операции. Сегодня и много коллективов, трудовой коллектив города Нюрба, наши дети тоже пришли такие нарядные, пришли наши ветераны тыла, дети войны, со всех наслегов ближайших. Это Октябрьский наслег, Тюльцы, Джигинда. Сегодня погода пасмурная, но все равно у населения большое настроение. Мы еще раз преклоняемся перед нашими ветеранами, и участниками специальной военной операции. Сегодня мы выразили отдельные слова благодарности нашим парням, которые сейчас воюют в зоне военных действий, потому что они по стопам своих дедов, прадедов, они показали себя достойными патриотами своего государства. Особое внимание привлекли и почетные гости праздника – ветераны специальной военной операции. Их присутствие подчеркнуло преемственность поколений и значимость исторического события. И самыми важными гостями юбилейного мероприятия, несомненно, стали ветераны тыла и дети войны. В годы войны я еще находилась на родине, потом приехала сюда. Очень тяжело было, грузили, таскали, засуха была, лошади падали, коровы падали, косили, вытаскивали из воды, сушили, поднимали их. Очень тяжело. У нас забирали девушек, мужчин постарше. Пожилые остались только. И, как говорится, зерна много было. Забирали все для фронта, а нам отруби давали высевки. Эти высевки обратно сушили, баланду варили,
весной картошки собирали, мерзлые. Своим подсобным хозяйством почти. Мясо сдавали, картошку сдавали сушеную, яйца сдавали, все молоко, масло сдавали. Праздник вообще на душе, как говорится, песни гуляет. Все хорошо организовано. Я всю жизнь проработала в участковой больнице села Антоновка. В молодости, как правило, не было никакой упряжи, ни коней, ни транспорта. Зимой таскала вещи на санках, летом на себе. Тяжело приходилось. Работала в этой больнице до самой пенсии. С самого раннего детства пришлось познать тяжелый труд. Была сиротой, выучиться не пришлось. Помню отчетливо День Победы в 45-м. Все плакали от радости, обнимались и плакали. Вот такой праздник со слезами на глазах запомнила на всю жизнь. Позже работала и в колхозах, и в совхозах. Когда я была ребенком, мы жили в деревне. Очень хорошо помню, как праздновали День Победы. Отец даже приезжал праздновать в Нюрбу. А летом был Исех Победы. Я помню, как взрослые шили теплые вещи для фронтовиков. В основном рукавицы из заячьей шерсти. Мама шила, я помогала ей сучивать нити. Обычных ниток-то не было. Делали их из холщовых полотенец, разбирали их и сучивали. Помню, как провожали бойцов на войну в 42-м. Видела, как женщины, провожая своих мужей и сыновей, заходили в реку. Стоял плач, и еще гудок парохода стоит в ушах до сих пор. Это самое тяжелое воспоминание из моего детства. День Победы, как и в любой части нашей страны, является важным событием в жизни Нюрбинского района, объединив народ вокруг общей истории, ценностей и победоносного прошлого нашей страны. Мы, молодежь Нюрбинского района, благодарны нашим ветеранам, ветеранам тыла, ветеранам войны, детям войны. И вот, можно сказать, в знак благодарности, да, в знак того, что мы помним, мы прям обязаны быть участниками и волонтерами таких мероприятий. И вот задолго до Дня Победы мы начали готовиться. Волонтеры Нюрбинского района были в городе Якутске на семинаре. Потом по приезду они уже подготовились по направлениям, набрали волонтеров. И вот, к счастью, набралось больше 100 волонтеров Нюрбинского района. И вот по всем точкам и по всем мероприятиям они достойно отработали. И вот сегодня на площади Победы состоялось торжественное мероприятие ко Дню Победы, где собралось очень много горожан и гостей Нюрбинского района, что отрадно. И вот на этом мероприятия не заканчиваются, еще продолжаются. Мы встретимся еще завтра. Завтра отметим День Героя. У нас в Нюрбинском районе 2 героя Великой Отечественной войны. Это Николай Кудряшов и Николай Чусовской. И вот там как раз-таки отметим День Героя. Празднование Великого Дня Победы продолжилось и 10 мая. День Героев в Нюрбинском районе – это памятная дата, которая отмечается ежегодно. Она была утверждена главой Нюрбинского района. Сегодня у нас тоже большое событийное мероприятие. Еще в 2022 году по распоряжению главы района мы объявили 10 мая День Героев Нюрбинского района. В этот день мы чествуем своих героев. У нас 5 героев Советского Союза и Российской Федерации. Это Николай Николаевич Чусовской. При взятии Зеловских высот он получил высокое звание Героя Советского Союза. Николай Петрович Кудряшов.
тоже уроженец города Черемхова, Иркутской области, но нашел вторую родину в нашей Нюрбе. И он похоронен здесь, в городе Нюрба. И Михаил Федорович Алексеев, это великий строитель, герой социалистического труда. И герой-космонавт, это Дмитрий Кондратьев, который учился у нас во второй школе. И вот герой 21 века, это Андрей Николаевич Григорьев Тута. Вот мы приобщаем молодежь, чтобы они уважали, они чтили память о наших великих героев, потому что на этом и воспитывается характер и дух нашего нюрбинского народа, если так сказать. Да. И сегодня завершается большое событийное мероприятие в честь 80-летия победы нашего народа над фашистской Германией.